В первые годы независимости Кыргызстан должен был выбрать политику по межэтническому согласию. И в 1994 году была создана Ассамблея народов Кыргызстана. По словам Садыра Джапарова, несмотря на то, что это общественная организация, она взяла ответственность за политику в сфере межэтнического согласия. В целях повышения эффективности государственной политики в этнической сфере и дальнейшего укрепления единства народа, Джапаров утвердил концепцию развития гражданской идентичности Кыргыз-Жараны на 2021-2026 годы. Концепция прошла широкое общественное обсуждение и предусматривает полную свободу для развития родного языка, развития этнических ценностей через культуру. Государственный язык при этом должен стать проводником между другими национальностями. Каждый гражданин должен знать и свой язык, и официальный, и иностранный. Многообразие – наше богатство. Впервые в истории Кыргызстан четко определяет свою модель управления по многообразиям в стране, отметил постоянный координатор ООН в Кыргызстане Азони Аджиэла. По его словам, Кыргыз-Жараны – это важная веха в укреплении единства и социальной сплоченности, являющимися фундаментальными предпосылками мирного процесса государственного строительства. Аджиэла добавил, что эта концепция комплексным образом решает различные проблемы в области прав человека, развития и мира. Все граждане, независимо от их этнической принадлежности, пола, религии, языка, должны иметь возможность пользоваться одинаковыми правами на самореализацию, без какой-либо дискриминации. Граждане должны доверять правительству, должны иметь уверенность в том, что государство сможет их защитить. И эти убеждения являются основой для активной и значимой гражданской позиции, когда люди чувствуют себя как дома. Эта концепция продвигает идею о том, что никто не может оставаться в стороне, а это и есть основная идея ООН. Глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьер фон Аркс поблагодарил тех, кто работал в течение нескольких лет над разработкой концепции. Среди них Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, эксперты и гражданское общество. Пьер фон Аркс отметил, что Кыргыз-Жараны является важным вкладом в поддержании межэтнического мира и продвижении интеграции многонационального и полиэтнического общества Кыргызстана. Концепция является качественным и понятным документом. Она формирует путь к будущему Кыргызстана. Главное теперь эффективно ее реализовать. В плане действий необходимо указать четкие сроки, чтобы этот план был реалистичным, чтобы он включал в себя меры мониторинга, а также учитывал различные инструменты оценки реализованной политики. Мне кажется, важно, чтобы этот план действий тоже был разработан в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, в том числе с представителями всех национальных и этнических групп. В Кыргызстане проживают более 100 национальностей. По данным Нацстаткома, 73% населения страны – этнические кыргызы. Еще 15% по национальности – узбеки. На третьей строчке – русские. Они составляют 5% всех граждан. Айгерим Рыспекова, Талас Аманбеков, 5 канал.